Целью прибывшего с рабочим визитом заместителя министра экономического развития России стало ознакомление с промышленным потенциалом региона, оценка перспектив развития ключевых предприятий и обсуждение мер по преодолению существующих проблем. Особое внимание Сергея Назарова было уделено как потенциалу простаивающих производств, так и амбициозным проектам, способным стать локомотивами экономического роста республики. Одним из первых объектов, посещенных Сергеем Назаровым, стал технопарк «Сердало». Предприятие, специализирующееся на производстве энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких диодов. На данный момент находится в состоянии простоя. Этот факт, безусловно, вызывает обеспокоенность, но одновременно указывает на потенциал, который может быть раскрыт при условии грамотного подхода. Вот здесь светодиодка. Сейчас пойдем посмотрим филаментные лампы, что делают. В ходе осмотра Сергей Назаров назначил возможность детально изучить производственные мощности, оценить состояние оборудования и технологические возможности предприятия. Технопарк «Сердало» представляет собой пример предприятия, чья деятельность могла бы внести значительный вклад в развитие высокотехнологичного сектора Ингушетии. Специализация на производстве энергосберегающего осветительного оборудования на базе современных светодиодных технологий отвечает актуальным требованиям рынка, ориентированного на энергоэффективность и экологичность. Технологии, которые потенциально могли бы использоваться на заводе, востребованы как в промышленном, так и в гражданском секторе. Вот это все вкладывается вон туда, намазывается специальной пастой, потом через трафарет светодиоды просаживается, сушится и на конце уходит. Потом это все разрезается, вот так вот там специальный нож. И у нас вон лампы сделанные на 32 и 70, на 36 и 72 Вт. Далее заместитель министра экономического развития России с властями региона посетил птицекомплекс «Южный», предприятие, которое представляет собой проект по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки с заявленной производительностью 10 235 тонн в год, что позиционирует его как значимый объект для региональной экономики. Масштабное предприятие ориентировано на полный цикл – от выращивания молодняка до глубокой переработки готовой продукции. Подобные комплексы играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, способствуя наращиванию объемов отечественного производства мяса птицы. Целью визита Сергея Назарова было ознакомление с текущим состоянием дел на комплексе, оценка производственных мощностей и перспектив развития, а также понимание того, какие вопросы могут потребовать внимания со стороны федеральных органов власти. Площадка у нас 2,5 километра. Вот здесь все ничего не было, это было чистое поле. Вот эти дороги, коммуникации, вот они вот коммуникации, посмотрим, нам 27 километров линии передач, 20 километров водопровод, 20 километров газопровод, дорога 18 километров. В ходе визита Сергея Назарова, помимо общей оценки деятельности предприятия, особое внимание было уделено зонам планируемого размещения птичников и складских помещений для кормов. На месте было отмечено, что фундамент под данные объекты уже заложен. Параллельно этой дороге линия газопровода, линия водопровода и линия электропередач. Здесь, если вот как бы все, что там говорит банк, и все, что говорят в деньгах ресурсы, это правда, и они реально собираются развивать этот проект, да? Построить дополнительные 15 птичников уйдет максимум полгода. Да? Здесь вся черновая грязная работа выполнена. Подводя итоги визита, Сергей Назаров подчеркнул, что задача федеральных властей не только оценить потенциал, но и активно способствовать его реализации для Ингушетии, где такие предприятия, как технопарк «Сердало» и птицекомплекс «Южный» играют значительную роль в экономике. Поиск эффективных решений является приоритетом. Будут приняты усилия для того, чтобы выработать конкретные механизмы поддержки для обоих предприятий, учитывая их специфику и текущее состояние. Федеральное министерство экономического развития намерено активно сотрудничать с региональными властями и руководством компаний для преодоления возникших трудностей и обеспечения устойчивого развития промышленного и агропромышленного секторов Ингушетии. Мадина Цоро, Билал Ахильгов, Магаз 24.